Терпим, надеемся, ждем. У владимирских автомобилистов накипело. Те, кому надоело ремонтировать подвеску и менять диски, решили объединиться. На одном из местных форумов автолюбители объявили сбор средств и разработали дизайн баннера. Сегодня результат коллективного творчества повесили на одной из рекламных конструкций города. Активисты планировали разместить его прямо под окнами Белого дома, но получилось чуть дальше, на пересечении улиц Мира и Гороховой. На изготовление баннера потратили 20 тысяч рублей. Завтра во Владимире начнут раздавать георгиевские ленточки. Члены молодежных организаций до 9 мая будут распространять черно-оранжевый символ доблести и мужества. Первыми традиционный биколор получат участники молодежной акции по благоустройству князь Владимирского кладбища. Впервые ленточки появились в 2005 году. Всего же за 7 предыдущих лет раздали 45 миллионов ленточек по всему миру. В 33-м регионе проснулись клещи. Теплая погода, которая установилась на улице, к этому располагает. Клещи – переносчики опасных инфекционных заболеваний, в том числе энцефалита и боррелиоза. В случае укуса клеща необходимо сдать его на экспертизу. В прошлом году в области было выявлено 5% насекомых, имеющих вирус энцефалита. Владимирскую область накроет циклон. Ночью пока плюс 2,7, а уже завтра возможен дождь. Антициклон, который обеспечивал нам хорошую погоду, разрушается. В воскресенье ветер переменится на северо-западный, начнутся дожди. Ночью синоптики передают около нуля, днем плюс 8-13. В понедельник давление будет падать, ветер усилится. Синоптики даже обещают дождь с мокрым снегом.